Я пришел на урок, отчитал материал, а дальше что? Дальше что? Ребенок приходит домой, вы меня извините, правильно вы сказали, даже дети в детском саду уже обсуждают, наверное, политику. Но еще и говорят, если не займешься политикой, то она тобой займется. Наверное, дети стали более мудрее нас. И дети уже понимают, дети все видят. Они тонко чувствуют. Почему-то мы перестали чувствовать. По крайней мере, перестаем. Почему-то мы перестали видеть. Почему-то мы перестали говорить. Что же связано с этим? Много проблем. Касаемо вопросов безопасности. Слушайте, есть различные проекты сегодня. Сегодня ставка сторожа в школе 4300. 4300 рублей. Кто из вас пойдет? Поднимите руку. Сторож, он охраняет имущество школы. Но у нас нет человека, который следит, так скажем, за порядком. Да? Директор школы, понятно, несет за всю ответственность, но поверьте, у него тоже бывают уроки. Что делать? Далее, что меня беспокоит? Это касаемо вообще молодежи. Ежедневно я работаю, ставлю перед собой задачи, цели, но порой выйдешь на улицу и становится грустно. Действительно грустно. Если здесь в городе молодежь хоть чем-то занята, то в селах, в поселках это крайне тяжело сделать. Молодые, здоровые ребята, руки, ноги, все есть. Голова на месте. Вот хотите вы и этого или нет, он пойдет не по тому пути. Рано или поздно. Какие задачи государство должно ставить перед собой? Не я должен решать. В школе? Да. Работа с молодежью? Да. Дело в том, что даже если я получу лучшее образование, я не буду трудоустроен. Как правило, все сегодня говорят об одном. Трудоустройство – это, как правило, государственная должность, да? Но коммерция, коммерческая составляющая. Какая работа проводится с молодежью в этом отношении? Как воспитать бизнесмена будущего? Это отдельные программы, это отдельные подходы. Дома какое положение у детей? Ведь некоторых детей оставляют на второй год. А это не только незнание материала. У многих детей существуют психологические проблемы. Потому что, допустим, нет отца. Или если он есть, то отношения мамы и папы сказываются на ребенке. Потом он подрастает, не осознавая это психологически, это выливается во что-то другое. Может быть, какие-то криминальные элементы. И что тогда? Что нам с вами делать? Мы с вами, общество, рождаем преступника. Со стороны государства, чего бы я хотел? Впереди выборы. Придет президент, будет новая команда. Наверное, мы все будем слушать телевидение, все будут также обсуждать такие же сложные проблемы. Чтобы мы с вами понимали, даже если придет новый президент, в течение 5 лет невозможно будет в корне изменить то, что в 26 лет и еще более что-то изменить реально. Но начать реформы стоит. Громко не надо кричать об этих реформах. Нужно сидеть, работать над ними, а когда они уже назреют, сказать. Если уже сейчас говорят об этом, неважно, какой кандидат говорит, я так понимаю, значит, эти реформы у него в голове как минимум уже назрели, и у команды в целом. Если это не обман, да, для того, чтобы мы с вами, граждане, которые участвуют в выборах, прислушались, сказали, ой, как здорово, завтра у меня все будет хорошо, пошли проголосовали. Но выборы будут всегда, а наши дети с вами растут. И мы хотим, чтобы наши дети были лучше, чем мы.
Но у меня к вам еще один вопрос, вообще ко всем и будущему президенту. Вот он отправит своего ребенка к учителю, который получает 6 тысяч рублей, ну там в зависимости от часов, конечно, от нагрузки. И он является классным руководителем, а за классное руководство он получает в месяц, если то до 15 человек, 600 рублей, если я не ошибаюсь, 400 даже, 500 рублей, ну, если свыше 15, он в месяц получает 800 рублей. А что должен делать классный руководитель? Он должен знать каждого ребенка, его семью, должен проводить беседы с детьми. С детьми есть дети группы риска, которые, ну, не дай бог, не по тому пути пошли, там проблемы дома и так далее, психологического характера и так далее и тому подобное. Ну, должен проводить колоссальную работу. А зная наше с вами общество, учитель приходит домой, свадьбы, похороны и так далее. Социальная нагрузка, помимо своей работы на учителя, она высокая. Он еще должен держать себя в руках. Он должен уметь себя вести. Вы хотите сказать, что да, за 600 рублей многие работают. Сегодня мы так работаем. Мы стараемся. Но если финансово мотивировать сегодня учителя, поверьте, очень много молодых кадров придет в школу. Будет здоровая конкуренция. Там, где есть здоровая конкуренция, будут лучшие знания. Знания будут подаваться наилучшим образом. Даже если система образования не подразумевает под собой какие-то программные, да, аспекты, ну, не выработала пока подходы определенные. Этот учитель сам будет в поисках лучшей методики преподавания. Он будет с удовольствием работать. Он не будет думать о том, как прокормить своего ребенка, как отправить свое чадо в школу, при этом пойти и преподавать, и воспитывать еще 15 человек. Своих же, мы их всех любим. А что нам делать потом с родителями, когда мы видим, что в действительности корень проблемы не в ребенке, а в родителях? Или в товарищах, с которыми он общается? Одними беседами здесь не обойтись. Что нам делать? Снова нужны программы, нужны правильные подходы. Какие структуры должны отвечать за то, чтобы сегодня, ну, сейчас сказать порядок в семье, это невозможно наладить порядок в семье, но хотя бы проводить какую-то работу, какие-то социальные службы. Вы знаете, сколько НПО сегодня задействованы в работе с детьми и со школами? НПО – это неплохо, они тоже задают тон. Кстати, очень много неплохих идей. Но сегодня государство проигрывает НПО. И дело даже не в финансах. Есть идейные вопросы, к которым молодой человек может подойти без заработной платы, без поощрений, готов работать над этим. Но почему-то мы не заинтересованы в этом. Отдельные направления развиваются, но вы меня извините, иногда, мне кажется, столько популизма, устаешь слушать.